А кто живет за стенкой? Сибайцы внедряют традиции нового праздника. Актуальные вопросы экологии, кто в ответе за их решение. А теперь об этом и другом более подробно в эфире Сибайской студии телерадиовещания «Городские новости». В студии работает Неля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне на базе Сибайского института БГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Экологические проблемы Южного Урала и пути их решения». Работа в данном направлении, как отметили организаторы, начинается в первую очередь с активного вовлечения граждан в процесс обсуждения. Подробнее об этом и чем увенчался диалог в итоге смотрите в нашем следующем сюжете. На повестке дня конференции обсуждение экологических проблем Южного Урала и поиск возможных путей решения. Среди них актуальные проблемы заповедного дела, сохранение биоразнообразия редких и уникальных ландшафтов, почв, растений, животных и грибов региона, проблемы переработки и утилизации отходов, социо-эколого-экономические аспекты состояния здоровья человека, экологическое образование и воспитание населения. По мнению специалистов, весь этот список не теряет своей актуальности и неизменно возвращает нас к размышлениям о хрупком балансе в природе и губительном воздействии на нее человека. Для человека важна среда, в которой он живет. Он воспитывается в этой среде, и он создает эту среду. Среда – это комплексное понятие. И вопросы экологии, которые прямо или косвенно влияют на человека, они влияют на его ощущение среды. Поэтому вопрос того, как мы относимся к среде и как среда относится к нам, они очень важны. Либо мы ее не замечаем, тогда она влияет на нас чаще всего негативно, либо мы на нее целенаправленно воздействуем для того, чтобы она, эта среда, стала нам помощником. Именно то окружение, на которое мы смотрим, оно создает нас как людей. И очень важно понимать, что в нашем локальном месте, в Сибае, в другом небольшом городе, нужно создавать свою среду, где человеку будет комфортно и с точки зрения экологии, и с точки зрения местного сообщества, с точки зрения своего социально-экономического положения. Одним из возможных путей решения, согласно положениям, озвученным на конференции, является реализация экологических проектов инициативного бюджетирования. Впервые механизмы реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, были опробированы в 2014 году. С тех пор районы Зауралья ежегодно участвуют в проекте. Сбор и интерпретация уникальных первичных данных, охватывающих 4-летний период реализации программы, сегодня дают возможность проведения аналитической работы. Мы наблюдаем достаточно интересное явление, когда количество проектов всего от Зауралья растет, подаваемых, да, а вот количество экологических проектов среди них, наоборот, падает. То есть, если в 2014 году 80 из 90 были направлены на это, то в этом году мы уже видим, что из более 100 всего лишь 4 или 5 проектов ориентированы на экологию. Говорит ли это о том, что проблема с экологией в Зауралье решена, я не думаю. Говорит ли о том, что население перестало думать или перестало беспокоиться об экологических проблемах тоже? По мнению ученых, решение экологических вопросов и реализация экологических проектов будут эффективны только при активном участии гражданского населения региона. При этом важную роль играет тесное взаимодействие муниципальной власти, средств массовой информации и общественных объединений. Вот здесь есть ряд актуальных вопросов, которые нужно решить. И очень хорошо, что здесь, в Сибае, эти вопросы обсуждаются. И я думаю, тот опыт, который мы сегодня получим, который годами нарабатывался, он будет полезен всем подобным регионам России. А таких регионов много. И что очень приятно, что Сибай стоит не только впереди, скажем так, добычи полезных ископаемых, а впереди решения проблем, как, собственно, поступать с теми явлениями, которые сопутствуют этой добыче полезных ископаемых. Учеными Института стратегических исследований Республики Башкортостан была предложена модель реализации экологических проектов, основанных на местных инициативах. Она открыта для населения и повсеместного софинансирования, что позволит привлечь к активному участию в ней представителей бизнеса и предприятий региона. Ринат Музафаров, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В ближайшем будущем в Сибае начнет свою деятельность производство, благодаря которому в городе появится дополнительно порядка 500 рабочих мест. Проект строительства завода по изготовлению цемента на днях был вынесен на обсуждение на публичных слушаниях. Все подробности далее.
Строительство завода по производству цемента в Сибае внесено в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Инвестор нового завода – сычуанская компания по охране окружающей среды «Цюньхэ». Предполагаемый объем вложений порядка 205 миллионов долларов США. Планируемая мощность производства до 5000 тонн цемента в день. Соглашение о строительстве завода руководство компании и правительство Башкортостана подписали в июне прошлого года в рамках экономического форума «Зауралье-2016». Данное соглашение выражает намерение сторон по созданию благоприятных условий для реализации инвестиционного проекта по строительству цементного завода на территории городского округа город Сибай. В июле 2016 года в городе Ульяновск было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству цементного завода на территории города Сибай между правительством Республики Башкортостан и сычуанской экологической компанией «Цюньхэ». Данный проект направлен на диверсификацию экономики города Сибай и всего Башкирского Зауралья в целом. В январе 2017 года данный проект был включен в перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. Индустриальный парк и располагающийся на его территории цементный завод будут размещены в северной части города. Планируется, что они займут территорию в 600 гектаров. Там же будет возведена ТЭЦ для обеспечения электроэнергии новых объектов и построена железнодорожная ветка, примыкающая к существующей железной дороге Магнитогорск-Сибай. Данная территория, она вообще ничем не занята, ни пастбищами, ни сенокосными, ни пашнями. И, значит, наверное, все-таки вот это вот обращение вот этой компании нас подвинуло на вот это вот проведение слушаний. По результатам геологических исследований на этой территории имеются полезные ископаемые, которые именно подходят для сырьевой базы данного планируемого производства. Большинство выступивших на публичных слушаниях высказались в поддержку проектов. Заместителя председателя молодежного парламента города Азамата Байрамгулова интересовал вопрос об экологической безопасности будущего производства, на что был получен положительный ответ. Председатель общественной палаты Сибая Ирина Варламова подчеркнула значимость строительства индустриального парка с точки зрения решения вопроса безработицы. На новом производстве будут созданы 500 рабочих мест. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. С сегодняшнего дня стартует основная волна сдачи единых государственных экзаменов. Первые ЕГЭ, тесты по географии и информатике. Это предметы по выбору, на аттестат они не влияют. Какое количество учащихся было заявлено на сдачу итоговой аттестации в нашем городе, смотрите далее. Сегодня около 4000 выпускников сдали первый в этом году единый государственный экзамен. Более 900 человек выбрали науку, изучающую нашу планету, а информатику порядка 3000 школьников. В Сибае на сдачу географии заявилось 12 человек, на экзамен по информационным технологиям 32. Свои результаты участники экзаменов по этим предметам узнают не позднее 14 июня этого года. 31 мая 11-классников ждет базовый экзамен по математике. Что касается выпускников 9 классов, то уже завтра они будут сдавать основной государственный экзамен по русскому языку. Основной период ЕГЭ 2017 продлится до 1 июля. День Аиста – особенный праздник. Это день, когда одинокий ребенок, получивший когда-то статус социальной сироты, находит семью, становится сыном или дочкой. На днях в социальном приюте для детей и подростков состоялись сразу два радостных события – День именинника и День Аиста. Наша съемочная группа разделила радость торжеств юными сибайцами. Совсем еще маленькие ребятишки танцуют и поют рядом со своими старшими товарищами. Каждый из них с трепетом и радостью принимает участие в этом веселом и по-домашнему уютном мероприятии. Ведь на своем только начинающемся пути все они уже столкнулись со сложной жизненной ситуацией. Руководство социального приюта для детей и подростков всегда старается скрашивать будни воспитанников, которые последние проводят в ожидании родителей или опекунов. Счастливый день внимания, подарков и угощений. Вот он, праздник именинников. Дети сейчас ждут, выступать будут, радостные очень. Приготовили очень много разных номеров, песенок, будут веселиться. Наши гости, которые сегодня пришли к нам, пришли все с подарками. После этого мероприятия все пойдем угощаться. Там столько угощений, я не знаю, мы уже давно так не угощались. Но я думаю, что все будет хорошо. Мы очень радостные сегодня.
Помимо Дня именинника, коллектив социального приюта для детей и подростков совместно с отделом опеки и попечительства устроили еще одно немаловажное мероприятие – День Аиста. Поздравить именинников пришли кандидаты и замещающие родителей, которые могли присмотреться и выбрать себе тех ребятишек, которым они могли бы подарить тепло, ласку и семейный уют. Поскольку вот сегодня у 9 детей определяется статус социальной сироты, а есть у нас кандидаты, замещающие родителей, которые прошли курс обучения, собрали полный пакет документов и стали на учет кандидатам, замещающих родителей. Вот они сегодня посмотрят всех детишек, а в конце этого мероприятия мы о каждом ребенке будем говорить, характеристику давать и показывать фотографии, и дальше будем работать с родителями. Звонкие песни, веселые сценки, зажигательные танцы. В этот радостный день воспитанники социального приюта для детей и подростков получили массу положительных эмоций. А кто-то из них наверняка в скором времени обзаведется новой, любящей семьей. Евдокия Титаренко, Нияз Мирхайдаров, Гулькина Раскильдина, телекомпания СТВ. Ежегодно во всем мире в конце мая празднуется День соседей. В европейских странах его, как правило, отмечают в последний вторник. В России же традиции этого торжества достаточно молоды, и все связанные с ним мероприятия обычно передвигаются ближе к выходным. Так, в минувшую пятницу, 26 мая, радость добрососедства разделили между собой жители многоквартирного дома, располагающегося по адресу Клара Цеткин, 2. В Сибае подобное мероприятие проводилось впервые, а потому надолго запомнится виновником торжества. Задорный детский смех, песни, танцы и улыбки на лицах людей, связанных добрососедскими отношениями. Жители многоквартирных домов, располагающихся по адресу Клара Цеткин, 2 и Горняков, 36, отличаются большой сплоченностью и инициативностью. Однако допустить, что все спустившиеся на звук веселья жители знакомы друг с другом лично, вариант утопический. Поговаривают, соседей, как и родину, не выбирают, а значит, нужно учиться дружить. Всемирный день соседей, заглянувший в минувшую пятницу в гости к жителям этого двора, имеет богатые традиции и призван бороться с безразличием и отчужденностью к тем, кто рядом с нами в самом широком смысле этого слова. Ведь зачастую жители городов вообще не знают, кто живет у них за стенкой. Цель такова, чтобы люди объединялись, чтобы вместе помогали друг другу, чтобы думали о том, чтобы вместе жить, чтобы не было раздора между людьми, чтобы люди не конфликтовали и вместе решали и годы, какие возникают в семьях, какие возникают проблемы во дворах, в квартирах в своих домах. И очень приятно, что вот жители этих двух домов, которых мы отмечаем сегодня, фактически такой вот праздник первый раз, откликнулись на нашу просьбу, вышли вот таким вот образом дружно. Впервые такой полезный и человечный праздник был отмечен в 1999 году в Париже. И уже с 2000 года День соседей стал официальным международным торжеством. Но если в Европе его организацией занимается Европейская федерация локальной солидарности, то в России традиции добрососедского праздника насаждаются самими жителями или иными непрофильными организациями. Инициатива впервые отметить День соседей в Сибае принадлежит местному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» при участии коллектива средней образовательной школы номер 8. Место проведения праздника было выбрано не случайно. Лежащая в основе международного торжества солидарность на добрососедской основе помогает жителям этих домов сообща решать многие общедомовые вопросы. В ходе мероприятия самые активные жильцы были отмечены почетными грамотами. Еще как приятно, такой восторг, такое счастье, что ли, эмоции. Ну, действительно вспоминаешь детство, на самом деле, как детство, как в юности. В этом дворе я выросла с одного основания дома. Вот как в детство попала. Я вот уже 5 лет как являюсь председателем. Работа, конечно, тяжелая, скажу честно, откровенно. Работы много, но благодаря моим, можно сказать, даже не то, что соседям, я даже могу сказать друзьям, мы уже настолько подружились, живем как одной семьей. Если что-то случается, вот у нас только капитальный ремонт прошел нашего дома, вот только буквально недавно заставили нас вагончики, увезли вагончики, нужно было организовать вот эту работу. Принимали участие весь дом, не то, что это твоя работа, ты давай сама тут бегай, кому не позвонишь, кому не обратишься, все понимают, что это проблема общая проблема всего дома, капитальный ремонт, поэтому люди с понятием, они знают, что это нам нужно. И
помогают, конечно. Организаторы мероприятия подмечают: отрадно, что праздник, родившийся в европейской части света, понемногу начинает укореняться в нашей стране и обрастать своими традициями. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои. Но объединяет их одно – желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Ринат Музафаров, Руслан Кравцов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Если вы не поздравили своих соседей в отведенный для этого день, то не беда. Начать знакомство никогда не поздно. Например, собираясь вечером возле телевизора для просмотра выпуска городских новостей ежедневно в 19:00 на канале РЕН. А на сегодня все. Я Наиля Ахмедшина прощаюсь с вами. Удачи и до встречи.